Теннис – вид спорта, в котором соперничают два или две команды, состоящие из двух игроков. Задача теннисиста состоит в том, чтобы при помощи ракеток отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить не более чем после первого падения мяча на игровом поле на половине соперника. У современного тенниса есть официальное название лаун-теннис. Сегодня теннис является олимпийским видом спорта. Первая детско-юношеская школа тенниса в Таджикистане была создана в 1955 году, а с 1996 года в стране функционирует Федерация тенниса. Здравствуйте, я нахожусь на поле игрока, и здесь спортсмены соревнуются. Как это выглядит? Игроки команды находятся по разным сторонам сетки. Один из них является подающим и возит мяч вперед. Второй игрок принимающий подачу. Задача игроков направлять мяч ударами ракетки на сторону соперника, при этом попадая на границу корта. Игрок, допустивший ошибку, проигрывает, а его соперник набирает очков. Теннисом можно заниматься с 4 лет. Данный вид спорта является королевским видом спорта, что во всем мире занимается теннисом, так как теннис – это аристократический вид спорта. Сколько лет вы занимаетесь этим видом спорта? 3 года. Почему именно этим? Потому что это мое хобби. Участвовали вы на каких-либо соревнованиях? Да. Можете ли рассказать о своих достижениях? В 2012 году я сюда первое место. Сколько лет вы занимаетесь этим видом спорта? 10 лет уже. Почему именно этим? Потому что с детства я любил этот спорт, поэтому хотелось играть в теннис. Можете ли рассказать о своих успехах и достижениях? Да, много раз играл в Испании, в международном турнире там, и 2 раза занял первое место, и 4 место еще, и 3 место. И еще здесь, в Душанбе, клуб президента был, и там занял первое место. Есть ли какие-нибудь противопоказания по состоянию здоровья этого вида спорта? Да, есть противопоказания. Допустим, у кого есть зрение, плохо со зрением, может тренироваться и улучшить свое зрение. Можете ли назвать успехи и достижения своей команды? В одном соревновании наши ученики выиграли соревнования, выиграли в Таджикистане, в зарубежье. Спасибо за беседу. Спасибо. Во всех матчах всегда присутствует судья, который для лучшего обзора сидит на возвышении, то есть вышке. Поэтому его называют судьей на вышке. Судья имеет право выносить решения, а оспаривать их в теннисе считается плохим тоном. Судья на вышке могут помогать судье на линии, которые определяют, продвинут ли мяч в пределах корта.